Встретиться с ведущими ингушскими умельцами и собрать башню-конструктор – сегодня это стало возможно благодаря ярмарке, где бывалые ремесленники не только демонстрируют свои изделия, но и с радостью поделятся своими знаниями. Для Асет Тимурзиевой занятие бисероплетением уже стало частью ее жизни. У девушки нарушение зрения, но несмотря на это, она создает превосходные композиции. Хотя говорит о них совсем скромно. 6 лет назад она решила научиться этому мастерству и ни разу не пожалела. Надумалась это я в центре, где был центр для слепых и слабовидящих. Там пришла замечательная женщина Дургиева Мака. И вот с тех пор с этой женщиной, она тоже ремесленница нашей команды, обучает меня деревьям, цветам, все. И сначала я подумала, что не получится, но получилось. Я уже и деревья делаю теперь. Талантливых и целеустремленных людей в Ингушетии немало. Это стало одной из причин, почему Адам Галаев решил собрать их вместе. И именно благодаря ему в регионе появилась первая ассоциация ремесленников. Если раньше в ней насчитывалось всего 20 человек, то сейчас количеством можно похвастаться. За каких-то полгода в профессиональное сообщество вступило более 100 мастеров. Эти направления наши ремесленные, национальные, они пропадают. Мы хотим максимально постараться, чтобы сохранить те направления ремесел, то, что у нас есть, и будем развивать те, которые у нас потеряны. То есть направления, которые у нас уже практически исчезло. Это гончарное дело, кожаное дело, именно наше национальное. К этой ярмарке ремесленники готовились не один год. У каждого на нее свои надежды и ожидания. Если для новичков это место обретения поклонников, то для искусных мастеров повод поделиться своим опытом с начинающими. А каждый желающий может научиться варить мыло, писать картины или смастерить чудесный букет для мамы. Это композиция ягоды, которые произрастают у нас в Ингушетии. Здесь облепиха, мушмула, калина, тутовник, шелковица и черноплодная рябинка. Хочу отметить, что мушмулу полностью я разрабатывала сама, как ее изготавливать. Полностью мой авторский мастер-класс, можно сказать. Найти занятия по душе всегда сложно, особенно если твои глаза разбегаются при виде огромного количества красоты. На этот случай ассоциация имеет свой козырь. Это экскурсовод, который не только покажет вам изделия, но также и расскажет историю создания и замысел автора. Я вижу, как у них горят глаза. Потом они пойдут домой, им будет интересно, и для этого у нас будут мастер-классы проводиться по разным направлениям. У них будет большая возможность научиться всему этому, и они сами теперь уже смогут это все сделать. А ведь еще недавно проводить такие выставки было затруднительно для ассоциации ремесленников. Приходилось кочевать с места на место, у них не было своей крыши над головой. Теперь же с этим проблем нет. Представить свое искусство в полной мере помог им медико-технологический колледж, который предоставил для них комфортное помещение. То, что вот видите, эта красота, она и нас чему-то учит. Нас, которые работают не по этой специальности, да. И еще подрастающее поколение, вот когда посмотрит, вот это хочется делать. У нас наши студенты принимают здесь мастер-классы, они учатся и вышивать, и рисовать, и бисероплетение. Я считаю, что это очень большая польза. Остаться в стороне не смогли и сами студенты. Собрав свою волонтерскую группу, ребята решили помочь ремесленникам. Встречали гостей, помогали в проведении мастер-классов и непосредственно принимали сами участие. Мы объясняем гостям, в чем состоит работа мастеров и что из себя это представляет. Эта конструкция Голдберга, она сделана впервые в Ингушетии. Мало из мастеров смог сделать точно такой же. И состоит в том, что вот этот шарик, начиная отсюда, этим конструкциям, он катится, обходит все это и возвращается обратно. И так по кругу. Вечно. На достигнутом ассоциация останавливаться не собирается. Впереди насыщенный год и регулярные мастер-классы. Хава Гагиева, Ахмед Гандаров, Новости 24.